визиты в регионы, они полезны для будущих парламентариев, для студентов, магистрантов вашего учебного заведения? Очень важны для всех управленцев. Ну а профиль парламентаризм, он развивающийся. Сегодня в той программе, которая есть, ей 10-й год, 10 выпусков, 7 состоялось. А по этой программе здесь есть и действующие депутаты Государственной Думы, региональных парламентов, местные депутаты, то звено, которое обеспечивает. Но в данном случае вот сейчас треть потока приехала здесь изучать опытную интенсивную программу, которую предоставил Госсовет и администрация во главе с главой здесь. Мы посмотрим очень по плотной программе и Госсовет, и район посмотрим, и городское звено, и те, кто с кем взаимодействует, институты, общественная палата. На заседании сейчас будем, это обязательно. В Москве, даже в Москве, в главном офисе всему не научишь. Те, кто приехал, я сказал, здесь больше звено не действующие политики, а в основном руководители коммерческого звена или госбизнес, вернее, предпринимательство вместе с государственным участием или бизнес. Вот, они как бы начинающие в этом плане политики, которые хотят себя в этом видеть. И познакомиться только в аудиториях, тем более сейчас, когда приходится и виртуальные сессии проводить, нельзя. Обязательно на регионе. И вот эта вот возможность посмотреть опыт, в том числе целевой, я сразу, наверное, отвечу. И на второй вопрос, который могли бы задать, здесь мы узнали о том, что складывается и уже преломляется опыт расширенного правительства и тесная связка работы исполнительной и законодательной представительной власти региона. Это интересно, полезно и, главное, можно ожидать хороших эффектов. В этой связи давние у нас взаимоотношения личностные, можно сказать, с Леонидом Ильичем в разных ипостасях, когда город возглавлял, и работая в Государственной Думе, комитет муниципальных образований, так сказать, никогда содействовал тому, чтобы в комитете мы проходили, значит, были выездные, выходные, скажем, такие наши практики. Практика обязательно для управленца. Леонид Ильич, а зачем в Чувашской республике нужны такие визиты? Как бы, они у нас учатся, а мы чему не будем учиться? Ну, я хочу отметить, что Валерий Владимирович Бакушев всемирно известный профессор, доктор политических наук, заведующий кафедрой. И все нововведения, которые во всем мире, в России, конечно, это кафедры сосредоточены. Мы давно сотрудничаем, будучи еще когда главой работой, ну и тесно была в Госдуме. Мы студенты посещали Государственную Думу, наш комитет по федеративному устройству и местному самоуправлению. Я сам им лекцию читал, и у нас и мое выступление вышло и у них в брошюре даже. И я несколько раз посещал этот вуз. Действительно, это очень интересно. Вот что сделано лучше в рамках парламентаризма, этой кафедры вот, и владеет ситуацией, и доносит до своих учеников, магистрантов. Но и хочу отметить, что для нас тоже очень важно. Вот Олег Алексеевич предложил формат расширенного правительства. Это действительно уникально. Вот один из первых этот формат мы начали по всей России. И представляете, что бюджет в самом начале и Олег Алексеевич, и правительство нашей республики сначала рассмотрели депутатами. Все эти замечания, все эти предложения, которые исходили от депутатов, они до кабинета министров уже они как-то учтены, если это все правильно, если это необходимо. И сейчас это, вот потом уже мы рассмотрели как уточнение бюджета на этот год, как перспективный бюджет на 22, 23, 24 года. Мы рассмотрели кабинеты министров, сейчас уже мы более тесно будем рассматривать в комитетах. И я хочу сказать, что не просто эта встреча формально проходит, а даже на наших комитетах участвуют вице-премьеры, министры, непосредственно участники. Это проходит оживленно. И, конечно, я хочу отметить, что
бюджет, который и уточненный, и на перспективу, на трехлетку, который мы принимаем, он неформальный. Он учитывает мнение большинства жителей нашей республики. Ну и, конечно же, мы должны в последующем уже депутаты донести до наших избирателей, до наших жителей тот бюджет, который мы приняли, те нововведения, которые мы принимаем в Госсовете и в правительстве нашей республики. Вот такая тесная связь, сотрудничество, она должна дать синергию, она должна дать результат, ну и, конечно же, она дать постепенно улучшать качество жизни жителей нашей республики. А какой мы результат получим вот от сотрудничества с РАНХИКС, вот, допустим, от визитов, от подобных визитов магистрантов Академии? Ну, хотя бы сказать о том, что вот потоки сейчас именно по профилю кафедры парламентаризма и парламентской деятельности сегодня продолжает обучаться, и можно назвать на пальцах хотя бы 2 рук, кто уже находится в руководстве республики. То есть здесь, как нигде, и интерес есть к тому, чтобы брать, использовать возможности нашей большой филиальной сети, надо отдать должность, здесь есть филиал, и центрального офиса, хорошая любознательность к передовому, к новому, самим обкатывать и предлагать опыт. Вот смысл в этом, что именно есть такие некоторые умертвленные. Мы опытом, нас признали, и какое-то начинает, так сказать, успокоение. Мне кажется, что это не присуще республике, а наоборот. Ну и вторая часть, что значит, идет взаимообщение и обмен опытом, ну где-то около десятка субъектов федерации, где вот повторно здесь, 2 раза в Татарстане, в Дагестане, в других республиках, Мордовии, значит, в разное время, так сказать, с разными потоками выезжали и адаптировали какое-то направление опыта. Я еще раз хотел бы солидаризироваться с тем, что сказал Леонид Ильич, и то, что сейчас на встрече подчеркнул Олег Алексеевич, сказали, вот это новация самого подхода, расширенное правительство. И сегодня получается действительно один уже вопрос, давайте вдумаемся. Есть Государственный совет, неполных 50 штыков активных, опытных, недавно избранным значит, населением депутатов, а плюс депутаты районного и поселкового звена. Это же 2-я палата, скажем, в Германии опыт так и есть. Они считают 2-й палатой, это вот те депутаты, которые в землях избраны. Такой подход. Будем считать так, так сказать, это для пользы дела, что именно внимание депутатское здесь широкое. Это тоже, и позвольте в этом плане Леониду Ильичу, как вновь избранного на этот высокий государственный пост в республике в целом, пожелать успехов его команде, вот чтобы состоялось решения состоялись, и результат был еще большего процветания республики. Но я хочу отметить, что вот тесное сотрудничество с кафедрой, у нас, например, глава города Олег Юрьевич Картунов учится. Не просто как он учится, а он является старостой потока. Если он в марте будет отсутствовать, прошу извинить, то это он защищает выпускную работу. Ну и вот я посмотрел, у нас еще, кроме Олега Юрьевича, еще 6 курсантов кафедры учатся представители Чувашской республики. Это очень важно. Тот огромный опыт, который владеет кафедрой, те знания, которые дает кафедра, конечно же, они будут использоваться в нашей республике. Ну и в рамках этого сотрудничества, конечно, мы тоже много узнаем. И я тоже, даже будучи в Госдуме, общаясь с Валерием Владимировичем, кафедрой, студентами, много познал в плане того, что для развития и парламентаризма, и нововведений, которые, я хочу сказать, что Валерий Владимирович энциклопедические знания в области парламентаризма, как по всей стране и по всему миру, и, конечно же, вот, применение, тот опыт, конечно, он необходим в повседневной нашей работе. В мае месяце день парламентаризма мы в мае месяце проводили, как известно, позвольте напомнить, для эфира Мацепова.
Владимир Владимирович подписал, значит, апреле сегодня день отмечается, а в конце июня Всемирный день парламентаризма теперь есть, так сказать, 3 года он уже празднуется. Спикером научно-практической конференции, которую мы проводили, ну, с международным участием, там, Абхазии или других, так сказать, наших стран-партнеров, откуда тоже у нас обучаются значит, магистранты, Леонид Ильич был спикером, еще находясь, так сказать, в Государственной Думе, потому вот это вот оно такое тематическое сюда, значит, сотрудничество. Надеюсь, мы доживем до апреля, онлайн, так сказать, подключить, если будете одним из ведущих на 7 спикеров, то во всяком случае участников. Будем благодарны, потому что ваш опыт, он тоже опыт. Почему скажете нам? Пожалуйста.